Персонально ваш. Добрый день. В прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Дарья Кучеренко. Это программа «Персонально ваш». И «Персонально ваш» сегодня Ильгиз Султанмуратов, исполнительный директор организации «Конгресс башкирского народа». Здравствуйте. Можно писать СМС с вопросами нашему гостю. Номер для СМС +7 927 304 1051. И еще раз помедленнее, +7 927 304 1051. Мы запустили прямую трансляцию в Фейсбуке и на Ютубе. Пожалуйста, там тоже присоединяйтесь. Конгресс башкирского народа устраивает 20 июля митинг. Называется он «Митинг за отставку Хамитова». И я хочу подробнее поговорить о нем сейчас, как вы его организовывали, как вы его организовываете, как вы его согласовывали, и вообще, почему именно такой митинг и именно с такой позицией. Решение о проведении митинга у нас было одно из первых решений нашей организации при создании еще, потому что все-таки, несмотря на то, что у нас множество других методов работы, организаций, таких как журналистские расследования, какие-то сбор информации, статистической информации, да, о тех или иных проблемах в нашей республике и обращение, и попытки обратить внимание соответствующих ответственных органов на эти проблемы. Но в том числе мы считаем, что такие формы волеизъявления граждан, как митинг, как публичное выступление, это, к сожалению, может быть, с учетом современной ситуации в России, является действенным способом обратить внимание вышестоящего руководства. Почему, других. К сожалению? Мне кажется, все-таки в нормальном государстве это должно, в нормальном обществе, то есть это должны вопросы решаться через как раз те демократические институты, через депутатский корпус, через те представительные органы власти, представительные, то есть, получается, которые выбраны народом, и через работу местных органов местного самоуправления. Потом, естественно, какие-то территориальные, республиканские органы. Вы голосовали на выборах в Курултай, когда этот состав госсобрания избирался? Да, голосовал. Люди, которые сейчас в госсобрании ваши интересы не представляют? Нет, не представляют. И это не только мое мнение, а мнение подавляющего большинства граждан республики. Вот на мое, как социолог, я все-таки как профессиональный социолог могу сказать, что уровень доверия к представительным органам законодательной власти, да, республики, в том числе и исполнительным органам, очень низок, даже по сравнению с другими регионами Российской Федерации. К судебным органам власти, с судебным органам уровень, особенно в последние 2 года в связи с этими скандальными всеми вещами, скандальными процессами, тоже сильно упал. И это не есть хорошо, и мы как раз не пытаемся, наша организация не пытается как бы воспользоваться этой ситуацией, какой-то ажиотаж создать возле этого. Наоборот, как раз имея в виду вот эти недостатки, к сожалению, современной нашей общественной ситуации, мы стараемся обратить внимание других граждан, потом в первую очередь, естественно, внимание Москвы, федеральных властей на то, что дальше такой бардак продолжаться не может в нашей республике. Потому что какую ни возьми сферу общества, первичной важности, вторичной важности, да, например, как спорт, например, но во всех сферах ситуация, которую можно кратко одним словом сказать, развал. Полный развал и деградация. И как раз почему наш митинг сразу же после этого возникновения этой идеи и после первых наших организационных заседаний сразу превратился в митинг не только нашей организации, но и других общественных объединений, общественные силы высказали желание, что с нами вместе, потому что поднимаем нами проблемы. По этому поводу. Да. Вот действительно, какие-либо политические движения, общественные организации захотели вмместе с вами выйти 20 июля? Да, у нас создан координационный совет, то есть проводимое мероприятие фактически даже и юридически неправильно будет сказать, что мы только одни проводим. Мы проводим его силами координационного совета, в который входит на равных, как говорится, таких условиях, например, движение спортсменов. Они до этого уже проводили 2 митинга крупных. Это представители более 10 федераций спорта вместе с родителями и прочее, которые как раз хотят обратить внимание на катастрофическую ситуацию в сфере массового спорта. Потом, например, к нам обратились движения дольщиков, обманутых дольщиков, так называемые. Есть люди, которые переживают, например, за будущее нашего ипподрома, Уфимского ипподрома. Ветераны военных действий, афганцы, да, чеченцы, так называемые. Они вам не объясняли, почему они именно к вам обратились? Они же могут свой собственный митинг провести. Понимаете, сейчас уже уровень
или степень общественного возмущения вот современным состоянием нашей республики таков, да, что люди, которые представляют реальные вот сферы общества, при какой-то первой даже встрече, да, ничего друг другу не приходится объяснять. Полное единение в том, что дальше так жить нельзя, и надо как можно скорее своими какими-то гражданскими силами, обращением внимания к этой ситуации, постараться прекратить этот бардак, потому что республика скатывается в яму. Ваша организация называется «Конгресс башкирского народа». А для вас имеет значение национальность человека, который решит вступить в вашу организацию или принять участие в этом митинге? Нет, у нас нигде это и не указано, и мы об этом никогда не говорим, потому что на самом деле, называя Конгресс башкирского народа, естественно, у нас первые даже две цели уставные – это консолидация башкирского народа, решение правовых вопросов по положению башкирского народа, но с другой стороны, у нас почти половина пунктов, целей и задач устава – это общереспубликанские, общероссийские. Надо подчеркнуть, что первую задачу мы ставим нашей организации – это укрепление мира и согласия внутри России, и тем самым укрепление нашей страны. То есть попытки показать нашу организацию там, в некоторых средствах массовой информации и некоторых деятелей, что мы какие-то там экстремисты или прочее, совершенно не выдерживают никакой критики. Но вы же заявляете о том, что, по вашему мнению, башкирские кадры как-то вытесняются из властных структур. Как объективно? Вы проводили какое-то исследование, вы считали, сколько человек какой национальности представлены? Да. Это же есть объективная информация об этом. И это не сказать, что это наше ноу-хау там. Всегда национальный фактор учитывался и будет учиться в нашей стране многонациональный, и это правильно. А вы считаете, должны быть какие-то квоты на представительство башкиров в властных структурах? Ну, так вот, мне кажется, это мы уже ближе к европейскому приходим. Как тогда? Это элементарно в России всегда здравые решения принимались при помощи как раз тавтологии, здравого смысла. Если есть два кандидата на эту должность, на должность премьер-министра, например, один из них башкир, а второй из них не башкир, то нужно выбирать башкира. Смотрите, если, например, глава республики башкир, у нас он должен быть обязательно башкир, на мой взгляд, и по мнению нашей организации башкир, то вторым человеком, например, исполнителем, вполне возможно будет быть русский, например. И даже не например, а так фактически и было долгое время. В советское время первый секретарь был башкир, первый был его заместитель, всегда был русский. И если он чуваш или мариец? Вполне возможно. Или татарин? Вполне возможно. И вот это каким-то образом, просто, понимаете, не надо на это акцентировать внимание. Это на самом деле не главное, но имеет значение. Потому что, в первую очередь, каким образом власть будет, и представители, представители власти будут восприниматься населением. Все-таки у нас Республика Башкортостан, и конституционная у нас, и по знанию языка, и по прочим вещам, объективно, по исторической традиции, я еще раз повторяю, это не выдумали, в советское время даже это все соблюдалось, главой республики должен быть башкир, и это понимание есть, кстати, мне кажется, и представителей федеральной власти, потому что вот даже когда Рустам Закевич назначали, ярко везде во всех информационных месседжах подчеркивал, что это башкир, он сам об этом говорил и любит повторять об этом, пытается разговаривать на башкирском языке, кстати, не получается, конечно, за 7 лет не выучил, к сожалению. И, то есть, этот момент, он важен, но не, как говорится, не надо на нем концентрировать внимание. Почему-то мы привыкли, что национальные моменты, вот эти, язык, например, да, национальность человека, пытаемся их будировать и привлекать ненужное внимание к этим аспектам, вместо того, чтобы действительно оценивать в первую очередь его рабочие качества человека, руководителя, его компетентность и прочее. Но вот вы выходите на митинг с требованием отставки главы республики. То есть, по вашему мнению, виной социально-экономической напряженности в регионе является действие именно Рустема Хамитова? Но он руководитель республики. Угу. Вся ответственность на нем. Нельзя сказать, естественно, он делегирует эту ответственность и тем людям, которых назначает он сам в правительстве. А чего вы хотите добиться? Вот вы действительно полагаете, что этот митинг вам позволит добиться отставки главы республики? То есть после этого митинга он уйдет в отставку? Вы бы этого хотели? Вот если мы берем прям идеальную такую ситуацию, вы бы этого хотели? Это не программа максимум и не конечная цель. Вот Хамитов уйдет, и наша организация распустится. Это всего лишь, мы видим, это всего лишь задачи. Цели у нас другие. Цели у нас
укрепление мира и согласия, улучшение социально-экономической ситуации и прочее. А этот митинг, да, направлен в первую очередь на то, чтобы обратить внимание. То есть успешность этой акции вы будете определять по тому, уйдет Хамитов в отставку или не уйдет, или как? Нет, успешность будет определяться в первую очередь по тому, как общество само отреагирует на это. Потому что мы видим, что власть, она реагирует всегда однозначно на такие вещи. Особенно наша республиканская. То есть, как это однозначно? И мы надеемся, что будут сделаны определенные выводы в Москве на уровне федеральной власти. Вы хотите обратить внимание Москвы? Конечно, в том числе. Хорошо, вот вы говорите, что будут сделаны власть делает соответствующие выводы однозначно. Вы имеете в виду республиканская власть? Ну, естественно, она не заинтересована в каких-то проявлениях реальной, повторяю, вот этой реальной общественной активности. Им нужна общественная активность такая вот, фестиваль, там молочный, какой-нибудь страна, люди походили, какой-то шарики попускали, и все. Вот это гражданское общество у нас так называемое. Ну, это же фикция абсолютно. А сколько вы ждете людей на этом митинге? Мы заявили до 500, но будет больше. У нас организационная есть форма регулирования этого вопроса. «Открытая Россия», движение такое общественно-политическое, представленное в Башкортостане, проводила митинг с очень схожей повесткой политической. Он у них назывался «Надоел». И они, по сути, были тоже за отставку и Хамитова, и Ирика Елалова. Он у них был в конце апреля. И вы знаете, там человек 200 пришло, не больше. Почему вы думаете, что к вам придет 500? У нас придет больше, я уверен в этом. Во-первых, раз возник такой вопрос, нам надо, мне кажется, есть возможность определить цели нашей организации и насколько они совпадают с целью движения, которое вы сказали, «Открытая Россия». Они не совпадают. Все-таки движение «Открытая Россия» с ее лидерами основными, мы знаем, направлено в какой-то степени на попытку изменения существующего порядка в общей стране. И вот эти основные их такие доминантные идеи не находят отклик у членов нашей организации, и мы подчеркнуто стараемся от этого дистанцироваться. Но в региональной повестке своей, да, вполне возможно, какое-то совпадение есть, но другое дело, что, например, если «Открытая Россия» в Башкортостане обращает внимание, что вот давайте, надоел Ялав, надоел Хамитов, надоел там, как говорится, и другие наши, и федеральная власть, и президент наш российский правительства. Мы об этом не говорим. Президент вам не надоел? Нет, абсолютно. Мы понимаем, что Россия сейчас идет, сложные времена переживает, и стоит задача как можно больше консолидации народа, российского народа. А вы считаете, что президент не знает, что Хамитов здесь не справляется со своими обязанностями? От него это скрывают или как? Почему президент это терпит? Просто понимаете, предвыборный год, да? Сложная международная ситуация. Вполне возможно, что раз, как говорится, по отчетам, по бумажкам, вроде как у нас стабильная ситуация, да, как говорится, в меру паршивая, как в других регионах, может быть, там не хуже, не лучше, средняя температура по больнице, как говорится, по России у нас такая, Башкортостан не особо сильный, не в лидерах, конечно, но не в таких аутсайдерах, как говорится, то можно потерпеть действительно и вопрос это отложить. Но мы считаем, что откладывать этот вопрос не надо, потому что Башкортостан – это не один из регионов Российской Федерации. Это всегда был один из определяющих регионов Российской Федерации. И башкирский народ в этом плане тоже один из определяющих народов Российской Федерации. Не первый, не лучше других, я повторяю, потому что начнутся сейчас инсинуации по этому поводу. Но один из тех, который определял и общественно-политическое и историческое развитие всей страны, и не только Республики Башкортостан. Я хочу понять, готовы ли вы здесь объединяться с какими-то политическими движениями? Вот общественные вы уже назвали. Да. А с политическими движениями на этом митинге видите ли вы кого-то из партии, с кем вы бы могли выйти? Ну, вот элементарно, естественно, сейчас нам импонирует, например, позиция некоторых депутатов от «Справедливой России», например, от Республики Башкортостан, например, Гаджимарата Умарова, да. Мне нравится не сколько его позиция, а сколько метода его работы. Он вот буквально еще года нет, как говорится, но он показал, что он действительно пытается узнать проблемы людей, он ездит, он общается, он поднимает эти вопросы. Это не «Единая Россия». Да, но нет, к сожалению, наша региональная «Единая Россия» таких лестных слов не заслужила. А то, что касается несистемной оппозиции, вот по поводу «Открытой России» вы уже объяснили. Еще могу сказать, например, партия «Зеленая», которая стоит за сохранение, например, Стертамаса Шиханов. Вот такие силы. Яблоко, сторонники Навального. Нет, сторонники Навального, я еще раз повторю, это все-таки на смену, как говорится, государственного устройства в России
Мы считаем, что федеративное устройство российского государства, нашей страны, полностью, как говорится, дает возможность удовлетворять права и требования народов Российской Федерации. Единственное, что, естественно, необходима, как говорится, тонкая настройка всех этих механизмов. Вот в вопросах настройки, вопросов там, государственных языков, да, вопросы там, правового статуса республик, мы еще можем общаться, будем это делать, будем, как говорится, то есть эти вы вопросы считаете, поднимать. просто подводя вот этот итог вышесказанному, что при существующем в России политическом строе, при существующем социально-экономическом укладе можно поменять главу республики при действующем президенте, и ситуация в корне изменится, на ваш взгляд? В корне изменится, это, конечно, только нас в самых лучших, как говорится, наших лучших побуждениях, в лучших наших мечтаниях. Но, по крайней мере, будет изменен тренд. Есть возможность еще и есть потенциал остался в республике изменить тренд на созидательный. Пока тренд абсолютно разрушительный. Ничего не строится, все разрушается, все распродается. Вот организации, есть целый ряд организаций в Башкортостане, которые заявляют, как и вы, в том числе и о притеснениях башкирского народа, о вытеснении башкирских кадров из властных структур. Это, например, организации «Башкорт» и «Кукбуре». Угу. Вы с ними как-то взаимодействуете по организации этого митинга? Ну, организация «Кукбуре» как таковая, она года два, как в фактическом плане, не знаю, как в юридическом, она не существует, на мой взгляд, потому что мы пытались с их лидерами как-то общаться прошлых лет. Они тоже как-то от этого делали вопрос. Так что это в основном осталась такая фикция, наверное, в виде имени. А с башкортами, да, мы проводили пару мероприятий уже совместных, День башкирской молодежи, и на митинге они тоже будут. Но, опять-таки, повторяю, нельзя сказать, что полностью наши лозунги и наши цели и задачи полностью совпадают. В той части, что и они также недовольны положением башкирского населения, башкирской молодежи, не только башкир, причем молодежь, сельская молодежь в первую очередь, а там не только башкирская, это много угро-финских народов тоже на селе живет. Русской, конечно, меньше осталось, потому что в основном все в городах. Особенно вопросы адаптации молодежи в городах. И все эти вопросы, они беспокоят и башкортов, и нас, и вот в этой степени. И то, что нынешнее руководство совершенно ничего не собирается делать по исправлению ситуации. Вот в этой части мы едины, солидарны и будем работать вместе. Индира тут пишет, правда, это не вопрос, а реплика скорее к тому, о чем мы говорили, на номер +7 927 304 1051. Она пишет, что вот опять спустились до идолопоклонства в отношении Путина, а ведь я, пишет она, симпатизировала Конгрессу и планировала идти на митинг. Во-первых, Путин это не идол, чтобы ему поклоняться. Спешу отметить, это президент нашей страны, законно избран, конституционный и прочее. Никто его идолом ставить и не собирается, тем более со стороны нашего Конгресса. Но мы полностью разделяем и внутреннюю, и внешнюю политику нашего лидера. Он лидер не только для, например, общероссийской, он в том числе является лидером и для нашей организации. Нам многие его слова, например, импонируют, и в том числе и по нашей конкретно башкирской ситуации, например, по Башкортостану, его слова о том, что надо учить башкирский язык, о том, например, последнее, 14 июля, если не ошибаюсь, он встречался с работниками какого-то там комбината, он сказал, что лидер должен в первую очередь быть порядочным человеком. И из этого исходит, что наш Рустем Закиевич это не лидер, потому что он не порядочный человек. Но это по вашему мнению. Да, он не держит слова. Но порядочный человек, вот когда мы не знаем человека, например, в первую очередь мы говорим, если он что-то сказал слово, он должен его держать. Но мы видим, в 7 лет все, что он сказал, ничего не выполнил. Вы знаете, Путин тоже лет 7 назад говорил о том, что Россия там должна выйти на передовые планы, бедность победить. Согласен. И так далее. А сейчас но говорят, с другой стороны, вы нужно. Смотрите положение нашей страны в обществе, в мире. Мы фактически окружены врагами во многом. И в этой враждебной обстановке, с учетом того, что почти каждый год готовится провокация глобального масштаба, для нашей страны фактически брошен вызов нашей стране. Вы как национально-освободительное движение прям рассуждаете? У них тоже вокруг страны враги? Ну, у них есть некоторые перегибы там, в таком плане, что там... Ну, я говорю, это уже вопросы стыковки с другими общественными силами, общественными организациями, политическими. Это вопрос будущих наших заседаний. Я без их лидеров, например, без встречи с их лидерами, мы То есть вокруг определить. России враги, именно они мешают нормальному развитию страны, как того хотел бы Путин? Не только, естественно. Естественно, мы должны заниматься и внутренней ситуацией.
У нас внутренняя ситуация тоже не сказал бы, что идеальная. А почему? И об этом надо говорить, и надо доносить. Почему внутренняя ситуация не очень хорошая? Потому что, сами знаете, есть экономические основания, это объективные причины. Кто, по-вашему, виноват в этом? Легко вину возложить на одного человека за всю страну. Я у вас спрашиваю, кто Или виноват? на какую-то одну силу, например. Мне кажется, все-таки, что нельзя искать виноватого, надо смотреть объективно. Подождите, что значит нельзя искать виноватого? В республике же вы нашли виноватого, а в масштабах страны не готовы назвать виноватого. В республике, потому что видны объективные результаты его руководства. Мы сейчас прервемся на московские новости, после чего персонально ваш продолжится. Я напомню, что сегодня персонально ваш Султан Муратов, исполнительный директор Конгресса башкирского народа. Можно присылать вопросы на номер +7 927 304 1051. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы». Часов 30 минут в Москве. Добрый день. Новости на Эхе. Краткий выпуск в эфире. Бывший директор Гоголь-центра и бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский находится под стражей незаконно, так как уголовное дело против него возбуждено только сейчас, заявил представитель прокуратуры в Басманном суде. Напомню, Малобродского обвиняют в мошенничестве. Как сообщает ТАСС, суд постановил возобновить судебное разбирательство в связи со вновь открывшимися обстоятельствами по делу. Правительство Германии считает совершенно неприемлемым предложение руководства непризнанной Донецкой республики о создании нового государства Малоруссия. Господин Захарченко не имеет легитимности, чтобы говорить за эту часть Украины, подчеркнули в пресс-службе правительства. Ранее Захарченко предложил создать новое государство Малоруссия. В ее конституции будет закреплен внеблоковый статус и провозглашен курс на присоединение к союзному государству России и Белоруссии. Причиной пожара в здании на Новом Арбате могло стать самовозгорание электропроводки. Об этом ТАСС сообщили в компании «Апарт Групп». Это собственник здания. Очаг возгорания находился на 7-м этаже, где еще не ведутся работы по реконструкции. Никто не пострадал, все рабочие из здания эвакуированы. Пожар потушен примерно через 2 часа. Вокалист Депеш Мод Дэйв Ганн выписан из Минской клиники. Музыкант был госпитализирован с острым кишечным расстройством. В связи с этим группа отменила концерт в Минске, запланированный на 17 июля. Состояние Ганна улучшилось, и ближайший концерт группы в Киеве состоится, сообщается на странице группы в Фейсбуке. Депеш Мод совершает мировое турне. В ходе европейской части музыканты выступят в 32 городах. Бразильский нападающий «Локомотива» Ари может получить российское гражданство. Он уже подал документы, подтвердили Интерфаксу в клубе. На прошлой неделе в одном из интервью Ари заявил, что хотел бы сыграть в составе сборной России на чемпионате мира 2018 года. Ну а французский ПСЖ готов выкупить у Барселоны бразильского форварда Неймара и заплатить каталонцам рекордные отступные, продолжит Константин Пахмелов. По сообщению издания «Марка», с 1 июля отступные за Неймара выросли с 200 миллионов евро до 222, причем данное условие прописано в контракте бразильца. Несмотря на эти заоблачные суммы, французский Пари Сен-Жермен готов приобрести форварда Барсы. На сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио говорится, что теперь переход будет зависеть только от решения самого Неймара. Ранее в испанских СМИ появилась информация, согласно которой агенты и ближайшие родственники форварда активно советуют ему покинуть Барселону, так как он вынужден оставаться в тени другой звезды каталонцев Лионеля Месси и не имеет возможности претендовать на персональные награды. Действующий контракт 25-летнего Неймара с Барселоной рассчитан до лета 2021 года. В Москве сегодня возможен небольшой дождь и плюс 20-22. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы». Реклама. По вторникам после 14:35 на «Эхе Москвы» в Уфе политолог Дмитрий Михайличенко рассказывает, как формировался правящий класс республики в советское и постсоветское время. Люди и события, повлиявшие на то, как и кто сегодня управляет Башкортостаном, в серии программ «Конфигурация власти». Слушайте по вторникам в 14:35.
Все, чем живет и дышит башкирская благосфера. Каждый четверг в 14:35 на радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Павел Степанов и Анна Яни расскажут вам главные новости социальных сетей. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. В Уфе тоже есть люди, у которых есть особое мнение о том, что происходит. Более того, в Уфе есть люди, которые не боятся высказать его вслух. По будням, кроме пятницы, эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» с понедельника по четверг в 15:10. Персонально ваш. Мы продолжаем прямой эфир на «Эхе Москвы» в Уфе. Меня зовут Дарья Кучеренко. Это программа «Персонально ваш». И «Персонально ваш» сегодня Ильгиз Султан-Муратов, исполнительный директор Конгресса башкирского народа. Можно писать вопросы нашему гостю на номер +7 927 304 10 51. Мы с вами в первой части начали говорить про митинг, который ваша организация будет проводить 20 июля. И как-то увлеклись, на много разных тем поговорили заодно. А у меня еще остались вопросы организационного характера. Сколько вы подавали уведомления о проведении этого митинга? Я понимаю так, что было не одно, да? Несколько человек заявляли площадки. Я уже об этом говорил вначале, что у нас одно из первых решений было о проведении митинга. Нам в июне мы подавали, в конце мая, в начале июня подавали уведомления на первые наши мероприятия, но нам буквально за неделю сообщили о том, что нам предоставляется, нам дают разрешение, вернее, согласовали, разрешение они дать не могут, потому что мы только в уведомительном характере все это дело делаем. Согласовали в Деме площадку, там где-то не совсем удобная. Мы посчитали, что для уровня поднимаемых наших проблем и для уровня нашей организации, как нашей представительности, это совершенно издевательское отношение. Почему? Но есть примеры того, как разные политические движения проводят и в Деме, и в Затоне, и собирают людей, и в Черниковке. Да, плюс были другого организационного, я не договорил, были другого плана организационные моменты о том, что возможность там собрать людей и прочее, там была насыщенность другими общественными мероприятиями в то время, в июне, я имею в виду. Мы решили все-таки перенести на июль, во-первых, требовать более удобную в центре города площадку. Понимаете, когда проводит Конгресс башкирского, проводит какое-то там зеленое движение, они согласны, может быть, на какую-то первую площадку там где-то в Затоне, в Деме. Но когда это проводит Конгресс башкирского народа, это позиция проводить где-то там, живя на своей родине, а Башкортостан, Урал в таком символическом плане, это родина для многих людей, но только для башкирского народа она является колыбелью. Наш народ сформировался здесь, прошел исторический путь. И вашу логику, Дема и Затон — это не Уфа, что ли? Это почему Уфа, там нельзя? но мы даже проводить... не такие хорошие люди живут, как в центре. Это показывает отношение властей, что нам представляется. Мы с этим отношением не согласны и будем по мере возможности бороться. И вот на второй раз в июле извините, пожалуйста, я просто не поняла. Вас не устраивает что? Что людей меньше придет? Или почему? Почему у вас такое отношение к тому, что это только в центре? Не единственная причина, были еще причины организационного плана, что собрать людей действительно, я говорю, там оставалась буквально неделя у нас срока для всех этих организационных мероприятий. Поэтому мы приняли решение перенести на июль. То первая причина, на которую вы акцентируете внимание, да, мы считаем, что проведение таких мероприятий, когда задается митинг с общей республиканской повесткой дня, где поднимаются вопросы всех сфер общества, да, и обращается внимание в первую очередь на руководство самой республики, проведение где-то в Деме, но это будет несерьезно. Угу. А вам в итоге согласовали площадку в центре города возле Дворца спорта. Да. Вас не удивило то, что вам ее согласовали? Опять-таки, приведу много разных примеров, могу привести много разных примеров, как разным движениям и организациям не согласовывают площадки в центре города, и находится в этот день куча мероприятий, куча организаций, которые с 9 утра до 9 вечера, как выясняется, в этот день именно на этой площадке что-то там проводят. А вот вам митинг за отставку главы республики согласовывают в центре города. Ну, я понимаю, к чему вы ведете насчет противостояния какого-то там, например, градоначальника я и руководства. Я ничего не веду. Но, мне кажется, это таким забавным моментом. Кажется, может, потому что вы не знаете всех нюансов, я постараюсь разъяснить ситуацию. Во-первых, нам согласовали его не сразу. Было письмо о том, что с просьбой перенести на следующий день, на 21 число.
на пятницу в связи с тем, там, что будет какое-то мероприятие или прочее. Но мы после обсуждений и прочее приняли, написали ответное письмо о том, что нет, мы настаиваем на том, что проводить мы будем там 20 числа. Потому что тоже вы сами понимаете, при выборе места и времени проведения этих мероприятий учитываются все факторы. Пятница нас не устраивала никоим образом. И после этого только, как говорится, и официального такого письма, что вот мы вам там согласовываем, милости просим, такого не было письма. Но одновременно не было, не было категорического отказа, что в соответствии с законодательством нашим позволяет нам проводить митинг. Подождите, я хочу понять, вы в итоге получили вообще ответ? Вам сказали, да, мы в курсе, проводите? Или вам ничего не ответили, и вы решили, что в соответствии с законодательством можете там провести? Да, вот так мы решили. То есть и, вам не предоставили альтернативную площадку? Или надо как? иметь в виду, что, вот начнем сначала, заявку на проведение митинга персонально подала Ремиля Саитова, известный наш общественный деятель, в том числе она член Конгресса башкирского народа. Подавала не организация, потому что мы только проходим процедуру регистрации организации. Буквально на днях мы должны получить документы. То есть мы юридически не имели права подавать это. У нас мы выбрали решением и вот извините, пожалуйста, что я 10 раз уточняю, просто это действительно важный момент, важный потому что тут нужно понимать, согласованная эта акция или не согласованная, потому что если эта акция не согласованная, она имеет определенные последствия для ее участников. Смотрите, для этого надо знать законодательство. Законодательство пока говорит о том, что митинг, вернее, согласование митинга или уведомление о митинге, даже не согласование, правильно говорить, уведомление о митинге носит информирование властей о митинге носит уведомительный характер. Мы уведомили. Жестких был ответ о том, что нам желательно перенести на 21-го. Мы ответили что значит желательно? Вам написали, перенесите на 21-е. Почему? Потому что эта площадка занята или что? Я там не помню четкую формулировку, но что-то было такое, потому что как раз не конкретная была формулировка самого вопроса, что если было сказано, что вот там у нас запланировано такое-то, там и было действительно известно, что было это какое-то масштабное республиканское или городское мероприятие, но мы же знаем, что мероприятия на этот день не назначались и прочее, что это была своего рода попытка как раз перенести на более неудобное время. Мы это восприняли так. То есть та мысль, которую вы подспудно ведете о том, что каким-то образом там власти Уфы способствовали тому, что проводили в том месте, я думаю, она несостоятельна, эта мысль. Послушайте, я опираюсь на ту информацию, которая была до этого объявлена, и до этого говорилось о том, что это согласованная акция. Насколько я понимаю, на данный момент эта акция не согласованная. То есть можно я расскажу, как я это понимаю, вы меня поправите? Да, то есть вы подали уведомление, вам в итоге сказали, что давайте на другое число, потому что в этот день на этой площадке мы вам не согласовываем мероприятие, там по каким-то причинам. Нет. Не согласован, такого слова не было. Хорошо, перенесите на другое число. Это была просьба, всего лишь, да. Просьба в ответе администрации. Да. Перенести на другое число. Вам альтернативных площадок не предоставили? Нет. Не предоставили. И вы берете на себя ответственность приглашать людей на этот митинг, и вы знаете о прецедентах, когда, например, в Москве людей задерживали на митингах, была точно такая же история. Им не согласовали площадку, просто это так называется. И они в итоге на нее вышли, и потом людей арестовывали. И многие из них получили сроки. Надо понимать, что это решение, принимаемое Конгрессом, принимается не одним человеком, в том числе при помощи соответствующих специалистов, служб. У нас очень грамотная, мощная юридическая служба, плюс в обсуждении участвовали, я же говорю, что мы не только Конгрессом проводим, а Координационный совет общественных объединений, организаций, которые много раз проводили подобного рода мероприятия, исходя из их опыта, в том числе и из буквы закона, мы имеем в виду, что митинг носит, информирование о митинге носит уведомительный характер. Просто мы уведомили, категорического отказа или категорического какого-то такого мы не получили. Мы написали ответное письмо. Все до этого мероприятия, проводимые там другими организациями, да, в том числе, которые вот будут с нами сейчас проводить этот митинг, они тоже никогда не получали такую бумажку о том, что вот вам согласовано это место. Я, честно говоря, не очень понимаю, что вы имеете в виду под тем, что категорического отказа не получили. Мы, наверное, попросим у вас эти документы, чтобы... Практики согласования такого, как такого, вы говорите, практика согласования, понимаете,
надо понимать мировоззрение и нашего чиновника. Послушайте, дело не в мировоззрении, дело в законе и дело в том, какие есть прецеденты. Из буквы закона вам исходя говорю. Информирование властей о митинге носит уведомительный характер. Что вам еще надо? Но, я понимаю, действительно носит уведомительный характер. Что вы хотите, какой мысли вы хотите сказать? Но если вам администрация отказывает в проведении именно на этой площадке, именно этого числа... Кто говорит о том, что нам они отказали? Ну, вы сказали о том, что вам предложили перенести на другое число. Они предложили, мы отказали. Ну, то есть это очень странная ситуация. Мне пока не очень понятно в итоге. Вы сами говорите о каком-то идолопоклонничестве или еще что-то, вернее, задаете вопросы, которые там... Но давайте исходить из того, что мы живем в демократическом гражданском обществе, демократическом правовом государстве. Если у нас в законе, кстати, хороший закон, написано, что уведомление о митинге, вернее, информирование о митинге носит уведомительный характер, и органы власти, до 500 человек согласовывается, вернее, не согласуется, уведомление подается, до 500 человек подается в город Уфу, в администрацию города Уфы, более 500 в республиканские органы власти. Если мы исходим из того, что мы живем в этом демократическом государстве, из буквы и духа закона, никакого согласования не будет, и никогда не будут это дело согласовывать. Когда органы власти согласовывают какое-то мероприятие, они тем самым часть ответственности берут на себя, и тем самым они говорят, что являются соорганизаторами этого мероприятия. Вы думаете, эти митинги будут... С мировоззренческой, с философской точки зрения вы правы, я с вами не спорю, действительно, хорошо, это носит уведомительный характер, но тем не менее мы прекрасно знаем примеры, когда власти в итоге не разрешают проводить на этой площадке. Но вот так у нас устроено. Мы знаем примеры, когда люди, которые выходят на площадку, не согласованные с властями, их потом арестовывают. Я просто хочу понять, до этого вы же это понимаете? Да, подавали уведомления. Там были пару, забыл сказать о них, потому что это все-таки такие технические вопросы, но раз мы уже до такой степени вас интересуют вот это, все тонкости этого вопроса, я скажу. Было 1 или 2 момента такого технического, что там была неправильная заявка подана, да? Мы их исправили, обратно отправили, после этого все нормально прошло. То есть не надо думать, что эти митинги образом будут согласовываться. Естественно, если мы будем ждать вот эту бумажку, что да, пожалуйста, проходите, и мы вам еще постелим коврик. Нет. Ну, вообще-то так и делают. Это делают те организации, я говорю, вот молочный фестиваль, там молочная страна, например, да? Да нет, оппозиция тоже так делает, они ждут ответа. Посмотрите, например, мы первое свое уведомление в начале июня подавали, знаете, на какую площадку? Мы подавали на Конгресс-холл. Но в законе, да, в списке разрешенных мест, этого Конгресс-холла нет. Одновременно мы все видим, что раз в неделю, иногда 2 раза в неделю, да, в такие удобное время, сезонное, проходит там мероприятия, там и республиканского, и кто только там не проводит мероприятия. То есть те, кто, как говорится, мил властям и всячески показывает процветание и благополучие нашей, мнимое нашей республики, тем все входы открыты. Хоть на Конгресс-холле, хоть на крыше Конгресс-холла проводите. Я думаю, естественно, те, кто поднимает проблемы, и если мы будем ждать вот эти силы, позитивные общественные силы, если мы будем ждать постоянно, что нам какую-то бумажку сделают, проводите, пожалуйста, митинг против незаконных там или несправедливых действий нас самих, то, извините, мы так далеко не пойдем. Просто тогда вы, как организаторы, должны брать на себя ответственность за тех людей, которых там могут арестовать, за то, что они придут не на санкционированную акцию. Но вы сами говорите, арестовать могут в любом случае. Нет, не в любом случае. Если ты участвуешь в согласованной акции, тебя не арестуют. С этой стороны у нас юридическая служба работает, будут и адвокаты, и юристы, меня которые будут все это делать юридически. Вы только сейчас об этом говорите, и то потому, что я вас вывела на эту тему. До этого вы не упоминали о том, что эта акция не согласована в итоге. Я думаю, вы знаете, как поступим с вами? Мы попросим у вас эти документы, ответ от администрации и то, что вы им отправляли, и мы скажем об этом в новостях. В итоге согласована эта акция или нет. Мы скажем, как есть. Вы все время какую-то свою лексику, какую-то согласованность, несогласованность. Это не моя лексика, это такая практика. Подается уведомление, получается ответ от администрации. Это и практика, она носит условный характер, вы поймите. Согласованность, несогласованность. В органах государственной власти, когда согласовывается мероприятие, или какое-то действие, да, это означает, что орган власти является соорганизатором, он берет ответственность, он полностью с целями и задачами этого митинга там, или мероприятия согласен. Ну, вас, наверное, просто не устраивает слово «согласовано». Ну, хорошо, власти вам пишут, что мы в курсе, что вы там проводите, эта площадка свободно, проводите. В соответствии с духом и буквой закона,
Что еще надо? Я еще раз повторюсь, что мы тогда запросим у вас документы и попытаемся сами разобраться и получить ответ от властей города, чтобы дать объективную информацию. Это очень важная вещь, конечно. У нас с вами осталось еще время драгоценное на другие темы. Хочу вас спросить... кажется, что важно что, а не как. Нет, послушайте, важно как, потому что, еще раз вам повторю, есть случаи, когда людей задерживают на несогласованных митингах. Это не шутки, это действительно так. Это не шутки, да. Я хочу вас спросить... Мы к этому готовимся. Я хочу вас спросить не к задержанию, естественно, а к митингу с юридической стороны. Хорошо. Извините. Пожалуйста. Я хочу вас спросить по поводу заявления с просьбой проверить вашу организацию на экстремизм, которая, по данным средств массовой информации, написала организация, называется она «Общество башкиро-татарской дружбы Урал». Я напомню просто нашим радиослушателям, что им не понравилось ваше мнение о конференции, которую планируют проводить в Уфе, конференция, посвященная личности Минтимира Шаймиева, первого президента Татарстана. Я для начала хочу понять вашу позицию по поводу этой конференции, почему она вас так возмущает? Ну, чтобы экономить и ваше время, и время слушателей, позиция наша по этому информационному поводу, да, по поводу вот этой конференции, посвященной личности Шаймиева, которая запланирована была, вернее, объявлена на осень, и проведение которой было запланировано в Уфе, и реакция нашей организации на это у нас на сайте, плюс в группах Facebook и ВКонтакте она есть в виде обращения Конгресса башкирского народа по поводу вот этой акции. По поводу реакции этой организации, кстати, первый раз слышу об существовании такой организации, Общество башкирско-татарской дружбы. И вообще по поводу ситуации, вот в прошлый раз у нас представитель Фергат Михатович, ему был задан вопрос от Максима о том, что вот почему вы татарофобскую там позицию занимаете. Ну, никакой татарофобской позиции нету. Мы занимаем антитатаристскую позицию. Понимаете, есть дружные, мирные, добрососедские отношения башкирского и татарского народа, которые за соблюдение и за укрепление которых мы стоим, наша организация. Но есть определенная группа, общественно-политическая сила, которую условно можно назвать татаристы, то есть это татаризм, который исповедует идеологию татаризма. Это идеология такая, что действительно сделать Татарстан и татарский народ таким одним из главных, на второе место после русского народа в России вывести, не сколько по численности, а сколько по влиянию. И своего рода за счет этого быть таким главным идейным руководителем для других тюркских и мусульманских народов России, например. У вас складывается такое впечатление. Да, в том числе у них одна из главных идей лоббируется вот статус татарского языка как государственного, третьего государственного языка в Республике Башкортостан. Это давняя у них уже идея. О том, в том числе в последнее время участились в информационных источниках сообщения о попытках, по крайней мере, обсуждать вопрос о референдуме в северо-западных районах Башкортостана, о том, звучат абсолютно исторические недостоверные сведения, что там живут одни татары. Послушайте, конференция, против которой вы выступили, называется «Минтимир Шаймиев. Диалог культур 21 века. Консолидирующая роль лидера в многонациональном и поликонфессиональном российском обществе». Да. Вас это возмущает? Возмущает не название, там же вы читали, там же есть преамбула этого всего дела. Не возмущает не личность Шаймиева, естественно, но то, каким образом пытаются ее представить. Но это мнение определенной группы людей, которая хочет провести конференцию в определенном университете на эту тему. Мало ли, какие у нас проходят конференции, мало ли, чему они посвящены. Да послушайте, вы откроете сейчас, вы удивитесь, о чем там только не говорят. Я как человек, закончивший высшее учебное заведение, вам это говорю. Но вас почему-то вот это прям так задело. Вам кажется, что что-то масштабное? Мне кажется, это очень такое межфакультативное. Обсуждать с точки зрения, мне кажется, и вам кажется, это вам может быть да, потому что вы все-таки не выросли и не у нас в нашей республике, и, может быть, не понимаете исторических корней всех этих взаимоотношений. На самом деле, еще раз повторяю, между башкирским и татарским народом никаких противоречий нет. Есть противоречия по поводу попыток раскачать вот этот фактор с позиции идеологии татаризма. Ну, вы просто отвечаете на это. И в том числе, что вы со своей стороны тоже это раскачиваете. Показать, проводить демонстративно, проводить мероприятия в Уфе,
возвеличивая несуществующую роль консолидатора, по вашему мнению. Да, по нашему мнению и по мнению объективному историческому мнению даже, можно сказать, потому что какая может быть консолидирующая роль Минтимир Шарипович, да, если он, в том числе вместе с Чечней, они не подписали федеративный договор. Слушайте, а если бы, вот раз Чечню уж упомянули, а если бы была конференция посвящена Рамзану Кадырову, вы бы также отреагировали или нет? В первую очередь, да, подумали бы. Там же не только название или проведение самого мероприятия, но вы почитайте внимательно, каким образом это было представлено. Вы посмотрите, там в преамбуле, что Минтимир Шарипович это такой вот консолидатор, спаситель земли русской, ну, имея в виду российской, да, понимаете. Вот в начале 90-х годов он, благодаря ему сохранилось, оказывается, не благодаря Сумину, Росселю, Рахимову, Амантулееву и другим товарищам, да, так называемым губернаторам и руководителям республик. Оказывается, благодаря ему, вместо того, чтобы показать, что на самом деле в то время с их стороны шел определенный торг. А может быть, вам нужно было предложить Казани какую-то тоже конференцию провести? Например, Муртаза Рахимов. Ну, это несерьезно, на самом деле. Почему это несерьезно? Ну, это вот мы тут можем обсуждать на кухне. Во-первых, это невозможно с точки зрения этого. Во-вторых, Конгресс башкирского народа – это не администрация президента там, Татарстана или президента, экс-президента, как говорится, Башкортостана. Это, у них есть свои службы, они соответствующим образом должны реагировать. Мы реагировали не на какое-то волеизъявление татарского народа или Республики Татарстан. Вы обратите внимание, сама Республика Татарстан по этому поводу и официальные источники занимают абсолютно нейтральную позицию. У них нет никакой реакции, кроме Идель Риэла, который тоже является одним из проводников татарских экспансионистских идей. Они, между прочим, предоставляют площадку и лидируют движение Башкорт. Вот смотрите, они предоставляют площадку, они как будто пытаются, мы над ситуацией как будто бы зависли, но как только вот такие наши заявления, моменты, когда мы раскрываем истинную суть вот этих всех их притязаний татаристов, не татарского народа, повторяю, резко вызывает у них реакцию негативную. А зачем вы ждете реакции от Татарстана? Вот вы определенная организация башкирская, сделали заявление у себя на сайте по поводу этой конференции. Вам организация тоже ответила на это, тоже заявлением, но, правда, в правоохранительные органы. Да, ну, я могу вам сделать небольшую ссылку из истории о том, что в свое время Ахмед Захи Валиди написал письмо Баттал Таймасу, знаменитому татарскому ученому того времени, своему другу, кстати, в таком духе, но он писал уже не как друг, а как представителю вот как раз вот этой идеологии татаризма, как представителю. И он как раз говорил, что, товарищи татары, вы великий народ, вы можете сыграть великую консолидирующую роль и интегрирующую роль посредника между, может быть, там, Европой и Азией, там, благодаря своей учености и прочее, но не надо делать это за счет поглощения других народов, за счет установления своей доминирующей роли среди этих народов. На это никто не пойдет, ни башкиры, ни казахи, ни узбеки. И у вас останется один путь. Путь провокаций, путь подстав, путь всевозможных представлений башкир как экстремистов и прочее. И мы видим все заявления вот этих Каримов, Яушевых там, и других, вот это последнее заявление, у них в основном все вот в такой провокационной манере идет. То есть Захи Валиди был прав, кажется, действительно, других... Тут мы всегда двусторонняя провокация. С нашей стороны провокация, что ли? Ну, это, знаете, это как, в общем, реакция на непонятно на что. Вы читали внимательно наше заявление? Я читала ваше внимательное заявление. Где там провокационное, да. Или есть там что-то экстремистское? Ну, я могу сейчас открыть и процитировать, если хотите. Конечно, можете. Я думаю, просто радиослушатели сами посмотрят, почитают. У меня такой вопрос к вам. Последний, нам уже программу надо завершать. Правоохранительные органы с вами связывались по поводу вот этого заявления о проверке на экстремизм? Нет. Нет, еще абсолютно. Пока не было ничего. Почему? А вы надеетесь, что они совершенно? Нет, просто нет, если они написали... Экстремизма. Нет, послушайте, был факт того, что, насколько я понимаю, было написано заявление, и, соответственно, ну, я просто не знаю, да. Проводится проверка, не проводится, поэтому вас и спрашиваю, я тоже не знаю, с вами или нет. Наши члены Конгресса не работают в силовых органах. Ну, понятно. Я думаю, что если там что-то будет, вас, конечно, уведомят. Ну, так просто положено по закону. А вы сами не пытались с этой организацией связаться, которая Урал называется? Я, во-первых, первый раз слышу об этой организации. Во-вторых, а вот это же другая организация написала, которая планировала инициировать. Или это инициаторы тоже, кстати, я вот чуть-чуть перепутал. Я ориентируюсь на портал Эдель Реали, который писал о том, что заявление, якобы у них есть оно в распоряжении, написало общество башкиро-татарской дружбы Урал. Ну, они инициаторы этой конференции, да, были, получается? Вот этот момент давайте выясним. Этот момент не уточняется. Вот я вот тоже. Конференция проводится в Башкирском государственном университете. Да.
Ну, я еще раз повторяю, на наш взгляд, нашей организации, и мы советовались и с представителями других обществ, и не только, мы, например, взаимодействуем с татарскими некоторыми организациями Республики Башкортостан, о них я говорить не могу, конечно, но общаемся, потому что все живем в одной республике, друг друга знаем. Они тоже были возмущены этим делом. Это, говорит, невозможно, говорит, такое сделать. Это конкретная провокация. Они сами говорили, татары, об этом. И мы будем против этого выступать, если делать. То есть это была буквально небольшая проверка. А как, заглотнуть или прочее? Вот нам назначили представителя... Я прошу прощения, нам нужно завершать эфир. Это была программа «Персонально ваш». Сегодня в гостях у «Эхо Москвы» в Уфе был исполнительный директор Конгресса башкирского народа Ильгиз Султанмуратов. Спасибо, что пришли к нам в студию. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам. В полном контакте с информацией. «Эхо Москвы».